Многонациональное культурное разнообразие – одна из главных отличительных особенностей Москвы. На масштабных сценах столицы проходят мероприятия, посвященные дружбе братских народов. Именно сегодня, в этот теплый майский день, в Доме культуры МИСИС гостей ожидает путешествие в историю жаркой Абхазии. На сцене поселилось пламя огня. Именно так с абхазского переводится слово «амцапс». Подготовка к сольному концерту объединила поколения – родителей, детей и руководство абхазской диаспоры. За месяцами работы репетиции, организационные хлопоты и примерки. Ведь какой бы сложной ни была хореография, зритель сначала встречает танцора взглядом. Все начинается с визуального кода, с того, как он выглядит на сцене. У каждого костюма здесь свой стиль, свой цвет, своя душа. Все начинается с визуально того, как выглядит танцор. Вот. Это черкесское народное одеяние каждого народа, можно так сказать, да. Например, вот тут можно выделить газыри. Вот. Газыри раньше являлись местом для хранения пороха и патронов. Сейчас тут мы используем некие муляжи, чтобы никто никого не пристрелил. Такое тоже может быть, потому что хореография – это очень стрессозатратный вид деятельности, скажем так. Вот. Но за эстетикой сценического образа всегда стоит железная дисциплина и внутренний стержень. Чтобы костюм сидел идеально, а движения были отточены до автоматизма, нужен человек, который видит картину целиком. В эпицентре этого творческого шторма руководитель ансамбля Лаша Марыхуба. Он заряжает детей не просто хореографией, а чувством ответственности. Каждый танцор здесь четко осознает, за его плечами не только личное имя, но и история целых народов. Амцапс учит быть воинами на сцене и бережными хранителями традиций за кулисами. Я люблю это дело, и, наверное, благодаря этому получается что-то, хотя я каждый раз недоволен собой, каждый раз хочу лучше, больше, и, соответственно, я требую это от них. На этот концерт было задействовано 95 детей. Из них где-то 50 – это люди, которые вышли первый раз. Это малыши, которых надо одеть, которым надо сказать, куда выйти, как выйти. То есть для них даже на прогоне, на репетиции было сложно. Плюс эти малыши, которые начинали концерт, им надо было просидеть 2-3 часа, потом выйти на поклон, держать себя в этом одеянии и так далее. То есть, это тоже опыт, это тоже с годами, конечно, все через это проходят, да. И это было самый такой сложный, но не использовать их, не дать им шанс почувствовать сцену, это было бы неправильно с моей стороны. И в этом году мы себе это позволили, и я думаю, у них получилось неплохо. Они родились в Москве. Это не то, что плохо или хорошо, но через танец мы пытаемся, у нас же представители не только абхазского народа, да, у нас и армяне, азербайджанцы, осетины, дагестанцы, чтобы они не забывали свои корни. Это важно. Нация, которая забывает язык, забывает культуру, танцы, песни. Мне кажется, этот народ не будет иметь будущего. Неважно, он многонациональный, или большой, или малый. Все зависит от культуры. Сегодня на культуру надо давить, надо в корни с детства это вкладывать. Я знаю, что больше из них, половина, не посвятят себе этому делу, но знать, сыграл ему выйти, станцевать свой танец, показать себя на той же свадьбе, на какой-то мероприятии. Мы в этом плане работаем над этим и с детьми, и с родителями. Сегодняшний концерт, я и на сцене сказал, что это все благодаря родителям. Просто одному это невозможно вытягивать. Все. За кулисами еще звучат последние наставления старших, а на сцену уже готовится выйти тот, для кого этот концерт первый в жизни. Без страха, без сомнения, с одной лишь улыбкой и горящими глазами. Мой амцапс для меня – это большая дружная семья. Я потому что первый раз буду выступать, волнуюсь сильно. За ярким представлением часы труда, за каждым номером взаимная поддержка, точный расчет и, конечно же, долгие тренировки. Амцапс – это больше, чем сцена. Это команда, где важен вклад каждого. И главное правило, если ты вышел на сцену, то ты уже воин. И, как видите, возраст здесь значения не имеет.
На сцене не только воспитанники Амцепса. Концертную программу украсили Валерия Перцхелия, Виктория Лацужба и ансамбль «Адыги». События такого масштаба требуют особой энергетики, и здесь ее создает ведущий Давид Цужба. Уникальность, во-первых, в первую очередь в энергетике. В энергетике руководителя Лаши Марухна. К таким людям идут, на таких людей равняются, с таких людей берут пример. И коллектив, который он собрал, именно педагогов, преподавателей, они, так скажем, проповедуют благое дело. Это обязательно нужно показывать, потому что нас мало знают, мало слышали о нас. Культура, в первую очередь, показывает нас, какие мы на самом деле. Быть артистом ансамбля – это огромный труд, про который нельзя забывать. Независимо от того, сколько артисту лет, движение возвращает его к исходной точке, к корням, к дому, к тому подлинному, с чего все начиналось. За кулисами много тех, кто давно не выходит в свет софитов, но поддерживает и помогает. Здесь столько мощи, силы и, самое главное, семьи. Потому что вот мы танцевали с Рамизом здесь на протяжении 10 лет. И сейчас мы, как родные люди, мы всегда видимся, рады друг другу. Здесь царит, правда, уют, покой, умиротворение. И вообще мы очень любим нашего руководителя. Он нам дал много. После наших родителей его слово одно из самых важных в нашей жизни. Наш ансамбль Амцепс — это прежде всего семья очень большая, и отдав ей почти 10 лет жизни, не передать словами, сколько я вот ощущаю, насколько мне приятен этот ансамбль, все люди, которые здесь участвуют, которые всегда помогают нам в организации всех мероприятий. То, как мы стали близки за эти годы. 100%. И хореограф наш, это, безусловно, самый, наверное, важный человек в моей жизни после всей моей семьи, родителей, потому что человек очень многое сделал для всего нашего ансамбля, для всех, кто в нем участвует. В зале ни одного свободного места. Здесь собрались все, кому по-настоящему не безразлична судьба родной культуры. Каждый номер зрители встречают овациями. Я рад, что сегодня у них такой результат. Все-таки скоро 15 лет будет, я думаю, что они еще выше поднимутся в искусстве. Очень сложно в другой стране собрать вот так детей. Это длится уже 15 лет. Лаша молодец в этом смысле. Это сложно, раз в неделю всего или два занимаются. Конечно же, Лаша Игоревич вместе со своей супругой, со своей командой делают невероятную работу. Вот. Потому что столько нервов нужно иметь, чтобы воспитать из этих наших деток танцоров. 2 часа на сцене, сотни сердец в зале. Одна живая стихия, которая стирает границы между поколениями. Амцепс – это давно уже не просто творческий коллектив. Это большая дружная семья, которая бережно хранит национальные традиции и передает их из поколения в поколение. С вами была Виктория Лацужба и Илья Литвин.